Назрановский круг – один из оживленных участков дорожного движения в городе. Несмотря на несколько пешеходных переходов, большинство жителей предпочитают сокращать свой маршрут и переходить дорогу в неположенном месте. Далеко от пешеходов не ушли и сами водители. Лор-лори, шорт хакри бага чо. Данна хабарг жлатш мдивен. Хуан шин бера ши сага фотоклаш дмешко. Дарян тикат вахачин, дях вахачин. Особенно бисен дина хам казик видимости. Бисен цнах кадарас хажил доккуз бадден сунса дина бисен шлилы жус онят. Абочин тол болгш хулнах. Бережди, сфоки охжда бережи, абочин тол траст хату дулж долгш. Бисен дохлё машин аслыплят. Özüm bargın goy ne at yılçan bargın goy aslыплят же. Хун хай баргы анхети свет yok. Дохло свет хачет баргы тсык. Özмө хани слуй хамаш. Да беж датот хатот калнак болгыш хул не гаты бәли. Да халыт бисен видимость халыт чоалырлы дезер. Особенно юртыш населенным мотиге чоалырдыл дезер. Чоадехырдыр. С начала года в Ингушетии было зарегистрировано 140 ДТП, в которых погибло 48 и ранено 246 человек. Чтобы привлечь внимание водителей к вопросам дорожной безопасности и ответственному поведению на дороге, автоинспекторы совместно с республиканским Минтрансом подготовили памятки со сводом ПДД. Листовки с призывом «Пропустите пешеходов». Они будут благодарны вам. Сотрудники госавтоинспекции вместе с активистами раздают всем водителям. Сегодня мы работали именно с водителями, обращали их внимание на то, что они должны уступать дорогу пешеходам. Также с теми пешеходами, которые нарушали правила дорожного движения, переходя проезжую часть в неустановленном месте, проводилась профилактическая беседа для того, чтобы они не создавали помех водителям и приучали водителей к тому, что они будут появляться только на пешеходных переходах. Акция проходит в рамках месяца дорожной безопасности, объявленной республиканским ГИБДД. В числе активистов сегодня вышли воспитанники автошколы Евлой. Мне кажется, что подобные акции могут принести пользу обществу и чему-то научить водителей. Я как начинающий водитель, пока еще не водитель, но в будущем, пока еще пешеход, могу смотреть на ситуацию на дорогах с двух сторон, соответственно, да, и как водитель будущий, и как пешеход. И могу сказать, что проблема есть и с той стороны, и с этой. И у меня огромная просьба и пожелание к моим соотечественникам проявлять взаимное уважение на дорогах. Не только мы сегодня раздаем листовки, напоминаем водителям о том, что необходимо уступать дорогу пешеходам, но при этом пешеходы не всегда тоже проявляют уважение по отношению к водителям и выскакивают в совершенно неожиданных местах, когда человек за рулем не может принять так внезапно, так резко какое-то решение. В рамках акции представители госавтоинспекции и Минтранса также провели разъяснительные беседы с водителями и акцентировали их внимание на важности соблюдения скоростного режима, дистанции между транспортными средствами, бокового интервала, требованию дорожных знаков и применения ремней безопасности. Мы с вами видим, и статистика ГИБДД это может подтвердить, что элементарные правила, несоблюдение правил дорожного движения приводит к таким ситуациям, к плачевной ситуации и статистике, которую мы сегодня должны, к сожалению, озвучивать на телевидении. И только призыв к водителям и призыв элементарных правил соблюдения, только водитель сам может свою ситуацию взять в руки. Но мы же со своей стороны должны максимально способствовать этому. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности его участников. Амина Бокова, Магомед Дидигов. Новости 24.